Одна из самых актуальных тем на сегодняшний день – это мусорная реформа. Несмотря на то, что жители уже платят по новым, более высоким тарифам, реализация реформы на деле до сих пор буксует. Мусорные горы не исчезают, и много мнений появилось по поводу строительства нового мусорного полигона. Решит ли он проблему Якутска? Как по-новому будет вестись переработка и утилизация коммунальных отходов? И станет ли от этого наш город чище? В Якутске в конце этого года будет построен и введен в эксплуатацию новый мусорный полигон на 26-м километре Вилюйского тракта, который будет отвечать всем современным требованиям. А действующий на 9-м километре будет рекультивирован за счет федерального финансирования по программе «Чистая страна». По федеральной программе в Якутии рекультивации подлежат 5 объектов. Это свалки городов Якутск, Нюрба, Вилюйск, Мирный и объект накопленного мусора Куларской золотоизвлекательной фабрики. На эти цели до 2024 года из федерального бюджета будет направлено свыше 1,2 миллиардов рублей. В 2020 году планируется рекультивация полигона города Якутска. С 2021 года по 2023 рекультивация свалки города Нюрба. И в 2024 году свалки города Мирный и города Вилюйск. Действующий полигон в Якутске существует с 1960-х годов, и уже накоплено более 5 миллионов кубов мусора, и ежегодно накапливается по 600 тысяч кубов отходов со всего города. На рекультивацию этого полигона из федерального бюджета будет направлено более 570 миллионов рублей. Действительно, полигон у нас не отвечает сейчас требованиям экологического законодательства. Он находится слишком близко к городу, особенно люди, которые живут по Сергеляцкому шоссе, по Борисовке 1, чувствуют запахи, которые отходят оттуда. Да. По рекультивации полигона мы сейчас активно работаем, сейчас заказан проект у нас рекультивации полигона. Мы взяли уже все пробы изыскательские, то есть геологические, гидрологические, экологические экспертизы, все взяли уже пробы. Надеемся, что к 1 июня мы закончим проект. Что касается строительства нового полигона, то его мощность составляет более 4,3 миллионов тонн. По проекту он полностью исключает контакт размещаемых отходов с окружающей средой. Работы по проектированию нового полигона были начаты в августе 2018 года. Срок окончания проектирования – июнь этого года. В марте уже должны начаться работы по проектированию комплекса обработки отходов, строительство которого будет вестись в течение 2020 года. По закону полигон должен эксплуатироваться 25 лет и быть разделен на 5 карт. Мы вот на этом чертеже видим как раз эти 5 карт, то есть, иначе говоря, 5 производственных зон, которые запускаются по мере того, как одна зона, значит, заканчивает свою работу. Но я хочу сказать, что на этом полигоне помимо 5 карт на новом запланированы предприятия по обработке мусора, запланированы места хранения, значит, уже отсортированных полезных фракций вторичного сырья. После того, как мусор пойдет через предприятие по сортировке мусора, по обработке мусора, он будет очень сильно сжат, поэтому, так сказать, длительность эксплуатации каждого участка, каждой карты и полигона в целом будет гораздо выше, чем 25 лет. Вот, поэтому перспективы длительности работы этого объекта очень большие, порядка 100 лет, наверное. Но горожане, чьи дачи расположены на Вилюйском тракте, беспокоятся по поводу того, что с нового мусорного полигона также будет идти зловонный запах, как и со старого, и мусоровозки будут высыпать отходы прямо в лес на границе дачных участков. Вот сейчас проехать руководству нашему надо города по Вилюйскому тракту до 26, хотя бы до 14 километра. А лучше и до 16-го, потому что мы-то ходим туда пешком, где грибочки собираем, где ягоды собираем пешком. Все замусорено, все замусорено. Это еще не ездят мусоровозки. Но региональный оператор уверен, подобных нарушений не будет. Проводили исследования, это отдельные исследования по розам ветров. Значит, именно в направлении дачи, в направлении города эта роза ветров не очень сильно, так сказать, будет доносить запах. А кроме того, после прохождения через предприятие по обработке отходов запах очень сильно уменьшится. Потому что отходы будут в очень сильно сжатом состоянии, они будут измельчены, во-первых, неутильный остаток, который именно пойдет на полигон, так, они будут измельчены и очень сильно сжаты. Проект нового полигона проходит этап экспертиз, и после этого уже начнется само строительство. Объект планируется сдать в конце этого года. Финансирование осуществляется за счет средств внешнего инвестора, сумма более 1 миллиарда рублей.
Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.